Одно из наиболее значимых сообщений недели – это то, что реализация арктических проектов будет продолжена, несмотря на санкции. На этом акцентировал глава Коми. Планы по созданию национального горно-промышленного кластера со строительством порта Индиго и железной дороги к Сосногорску подтверждены. Ольга Коняева о безусловных приоритетах. Крупнейший в российской Арктике инфраструктурный проект будет реализован на территории Коми и соседнего Ненецкого автономного округа. Уже подписано соглашение о создании национального горно-промышленного кластера со строительством порта Индиго и железнодорожной магистрали к Сосногорску. Реконструкция участков дороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар тоже есть в указе президента. При строительстве трассы, к слову, используется продукция нашего предприятия – полотно от Комитекс. Об этом рассказал губернатор НАО. Устойчивую связь с Коми Юрий Бездудный обещает к концу 2022 года. Строительство дороги идет полным ходом. Подрядчик мобилизовал большое количество сил и средств – 250 единиц техники. Полотно, которое укладывается, оказывается, было произведено в Коми. То есть мы сегодня понимаем, что никакие санкции не могут остановить строительство дороги. Работы идут, и мы видим, что темпы опережающие. Наши предприятия работают вопреки всем санкциям. Республика обеспечена своим текстилем. Швейная фабрика Сыктывкара отшивает больше 130 тысяч изделий для жителей Коми, учреждений образования и медицины. Предприятие «Текстиль Коми» работает с 2002 года, а в 2021 буквально возродилось из пепла. В день легкой промышленности цех по пошиву полностью сгорел вместе с продукцией и оборудованием. Но уже сегодня предприятие в Сыктывкаре снова работает в полную силу. Сегодня это лидер Коми по производству текстильных изделий для дома. Это очень важно. Это безумно здорово, когда мы причастны к вашим победам и силам, потому что если вы выспались, то вы можете сворачивать горы. И маленькая часть в этом наша заслуга. Мы призываем всех к сотрудничеству. Мы можем отправлять нашу продукцию в любые города, в любые страны, потому что везде нужно высыпаться. В штате 100 человек. В период эпидемии оперативно настроили производство масок. Готовы и сейчас развивать нужные для страны и региона направления. В работе у нас проект по созданию большой коллекции домашних изделий, в том числе одежды из льна, из именно льняных полотен, так как на сегодняшний день мы все-таки производим из хлопка только лишь и из полусинтетических тканей. Также мы хотим и мы будем это делать. Это модернизация имеющегося уже оборудования и производственных процессов. Наталья Чадина – мама 4 детей. Окончила химбил, но шитье, страсть с детства, стало делом жизни. Все 3 дочки занимались фигурным катанием. Сама шила для них костюмы. С этого и началось небольшое производство. Трудно было в период эпидемии, когда дети не выступали. Заказов не было. Зато было время для продвижения себя в соцсетях. Пережили тот период, и сейчас все наладится, уверена Наталья. В планах открыть ателье и брать заказы из других городов и районов. В основном, из стразы и ткани это все импортные производители. Но, оказывается, у нас есть свои. Они проявились, потому что мы их не видели из-за того, что даже не искали. А оказывается, у нас есть томский, например, завод, который делает стразы. Они, конечно, не стекло делают, они делают очень-очень качественный акрил. Но в каких-то работах, например, акрил идеально подойдет, потому что это легкий материал. Если он не царапается, я думаю, очень мастера многие воспользуются этими возможностями. Ограничение поставок импортной продукции может дать серьезный толчок в развитии собственного сельского хозяйства страны и республики. Фермеры из Усть-Куломского района уже снабжают мясом, молоком и хлебом ближайшие поселения и другие муниципалитеты. Готовы расширяться и увеличивать ассортимент продукции. Впервые начали выпускать собственную колбасу. Большим спросом пользуется наша колбаса. Делаем ее только 3-ю неделю, но уже есть большой спрос. Покупают, потом через пару дней снова приходят, спрашивают. Но производство очень сложное, рабочих рук не хватает. Поэтому всем не хватает, очень быстро разбирают. Тимушевской колбасу назвали в честь руководителя хозяйства. К сожалению, на прилавках ее застать очень сложно. Натурпродукт разбирают моментально. А хотелось попробовать.
Этот небольшой рынок в Усть-Куломе – точка притяжения гурманов и тех, кто выбирает наше. Работает 2 раза в неделю. Мясо, домашние пельмени или котлеты – все свое. Здесь же местный молокозавод реализует масло, мягкий сыр и молоко. Предприятие вот-вот переедет в новое здание и порадует потребителей новой продукцией. Скорее всего, появится на прилавке сметана, кефир, кефирный напиток, скорее всего, йогурт, возможно, и, может быть, будет какая-нибудь творожная масса. У нас строится модульный цех, новый, оборудование будет в комплекте, заказано. Буквально в мае уже этот модуль поставят в Усть-Кулом. Фермер из Ульянова Елена Тарабукина поставляет молоко в магазины района и даже Сыктывкара. Только по городу около 20 точек. Планирует запустить молочный цех и заняться производством сыров. В прошлом году мой супруг отучился на сыровара. Давно уже об этом мечтал. Подали заявку на народный проект. Выиграли его. И теперь собираемся открыть цех по производству сыра. Государство выделило 940 тысяч рублей. Своих средств 460 тысяч. Цех обойдется где-то в 500 000, плюс оборудование. К концу мая хотим его достроить. Тогда же обещали привезти оборудование. Район буквально перенасыщен сырым молоком. Хозяйственники заинтересованы в расширении. Местные аграрии в условиях сурового климата и отдаленности от транспортных артерий развивают сельхозкооперацию. Главное отличие нашего района от других муниципалитетов – это то, что у нас очень развита переработка. Это вынужденная мера. Район большой, логистика очень сложная. Например, из-за плохой дороги очень сложно доехать до Помоздина, а молоко такое расстояние не выдержит. Поэтому прямо на месте из молока делаем различную продукцию. Так молочные цеха работают в Пожиге, Помоздино и Усть-Куломе. Больше тонны форели на продажу. Таков улов на ферме в Вуктыле. Свой рыбохозяйственный комплекс в городе появился благодаря народному бюджету. На проект Вячеслав Муравьев получил из республиканского бюджета 800 тысяч рублей. Благодаря экструдированным кормам импортного производства рыба быстро набрала нужный вес. И хотя корма завозные, санкции фермера не пугают. Подумывает о модернизации хозяйства, мечтают увеличить объемы производства и заняться глубокой переработкой. Сейчас главная задача – укомплектовать кадры. Нужны специалисты по продажам и рекламе. У нас пока что все стабильно. Водичка местная, электроэнергия местная. Рыбку мы еще доращиваем. Пока нового стада не закупали, соответственно, пока не столкнулись с повышением цен. Будем закупать и увидим, насколько все поднялось. Пока что все стабильно. В Коми в прошлом году было открыто 5 ферм для разведения крупного рогатого скота. Еще 4 в процессе строительства. Так что без своей продукции на столе точно не останемся.